Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Перевернули очередную страницу. Воображение порождает инициативу, предприимчивость, стремление к чему-то новому и так далее. Воображение развивает только чтение. В 4-й раз Уфа на правах книжной столицы принимала международную ярмарку «Китап-Байрам». В итогах недели все самое важное и интересное. Чем запомнилась выставка? Это представление новых книг, это конкурс чтецов, это встречи с писателями. Как стать счастливее? Российские звезды кино, сцены и эстрады рассказали о своих рецептах в рамках Всероссийского форума «Территория женского счастья». Дорогие женщины, конечно, территория женского счастья – это территория любви. И вы хранительницы этой самой любви. А мы, мужчины, должны этому соответствовать. Мы стараемся. Почему проект называют уникальным? Вы знаете, в мире нет такого второго форума. В мире, на нашей планете. Это что-то, что надо копировать, надо его клонировать. Эту идею надо нести во весь мир. В Башкортостане стартовал сезон сабантуев. Посевная выходит на финишную прямую. Как аграрии отмечают праздник плуга. Многие приезжают сюда из других городов и даже регионов, чтобы встретиться со своими родными и близкими, которых не видели долгое время. Не случайное мероприятие в этот раз проводится под эгидой года большой и дружной семьи. Старт во взрослую жизнь. Трогательно, плакать хочется, потому что все-таки все оканчивается, 11 класс, и хочется еще в школе остаться, но, конечно, время заканчивается. Впереди экзамены и поступление в вузы. Ну а пока последний звонок. Как он прошел в разных уголках республики, расскажем и покажем. Неделя выдалась богатой на культурные события. Так Уфа на 3 дня стала книжной столицей России. В 4-й раз на Советской площади проходила международная ярмарка «Китап-Байрам». Более 80 издательств со всей страны, а также Ирана и Белоруссии представили свои лучшие книги. Среди десятков тысяч посетителей были глава Башкортостана Ради Хабиров, помощник президента России Владимир Мединский, а также известные актеры и звезды эстрады. О том, как в республике популяризируют чтение и прививают любовь к литературе, расскажет Даниил Байков. Это замечательная сказка Куприна. Ее мало кто читал, но она очень интересная и очень необычная. Советская площадь столицы в конце мая превратилась в книжный рай для любителей печатного слова. Произведения на любой вкус и форму. Вот и гости из Белоруссии решили не упустить возможность устроить премьеру для своего нового издания. Ориентируясь на опыт прошлых лет, в успехе не сомневаются. Продажи есть, да, идут продажи. В прошлом году у вас за 3 дня было лучше, чем в Петербурге, но за 4 дня. То есть вы за 3 дня победили. Читающая столица. Да. Но мы читающие столица. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул огромную роль книги в нравственном воспитании подрастающего поколения. Он отметил усилия руководства республики в этом направлении и рассказал, почему важно приобщать к чтению современных детей, которые все чаще пропадают в виртуальном пространстве. Если вы хотите, чтобы ребенок проиграл смартфону, пусть живет там. Вот, если вы хотите, чтобы он с ним конкурировал, у него должно быть конкурентное преимущество. Это воображение. Воображение порождает инициативу, предприимчивость, стремление к чему-то новому и так далее. Воображение развивает только чтение. В столь плотном графике даже глава республики не может представить свою жизнь без книги. Как рассказал Ради Хабиров, читает сразу 4 попеременно. И книга для нас и источник знаний, книга для нас и помощник, и где-то советчик. Иногда просто, когда ты устал, лег, читаешь книжку перед сном, это какое-то, знаете, успокоение.
Поэтому книги надо читать. За 4 года работы Китаб Байрам зарекомендовал себя авторитетной площадкой среди книгоиздателей. Интерес среди жителей республики к мероприятию только растет. Помимо продажи книг в этом самом большом шатре, каждый час-полтора проходят презентации произведений от современных российских писателей и авторов по самым разным темам. К примеру, сейчас психолог знакомит читателей не только со своей работой, но и проводит тренинг для них. Китаб Байрам для уфимского писателя Алии Халирахмановой дает возможность, как для молодого литератора, продвигать свою продукцию, искать новых читателей и знакомить их с творчеством, в том числе налаживать контакты с издательствами. На самом деле это мероприятие дает отличную возможность найти новых читателей, познакомиться с теми, кто подписан на мои соцсети. Книга продается по всей России, даже есть она за рубежом. Свою коллекцию книг пополнил и Сергей Безруков. Народный артист России и Башкортостана обзавелся изданиями для 5-летнего сына. Счастлив побывать здесь. Это, конечно, очень масштабно, это зрелище. И главное, полезно. Очень много литературы, и детской литературы, современной в том числе. Так что выбирайте, что душе будет угодно. Для гостей организовали фотозоны. Взрослые и дети могли окунуться в эпоху 19 века, примерить на себя образы литературных персонажей и не только. Я в образе Федора Шаляпина. Мне очень понравился Китаб Байрам. Тут было очень много книг интересных. Были авторы этих книг. Была очень классная книга про тигра и девочку. Они были там приключения, вот. Эксперты уверены, Китаб Байрам помогает укреплять дружественные отношения республики с другими странами. Издательство из Ирана 2-й год подряд презентует в Уфе детские книги и воспитательную литературу. В прошлом году мы тоже участвовали на выставке, и я видел интерес у людей. Я вот поэтому в этом году тоже решил участвовать. Конечно, мне в Башкортостане вот от души понравилось, народ мне понравился. Вот и гости из Мурманской области прибыли с новой книгой, которая рассчитана для маленьких читателей. Маленький домовенок решил завести свой блог. Подписчиков у него мало, но когда он решает помочь своему другу раскрыть преступление, расследовать, и все получается у него достаточно хорошо, и подписчиков добавляются, и друзей становится больше. Тематика Китаб Байрама посвящена Году единства народов, а также семейному чтению и патриотическому воспитанию. Отличие этого года в том, что мероприятия проводили во всех городах и районах республики с викторинами, мастер-классами и встречами с литераторами. Показать детям, главное, что есть еще книги, которые бессмертные. Все действительно, сейчас говорят, что все есть в интернете, но бывает такое, что в один день интернета нет, а все остается в книгах. Свои рецензии дают и федеральные эксперты, называя книжную ярмарку в Башкортостане одной из лучших в России. Хотел бы лишний раз поблагодарить руководство республики, которое большое внимание уделяет выставке. На самом деле, ваша выставка, наверное, 2-я по численности в регионах, которые проходят, по количеству участников, по количеству людей, приходящих на нее. Заключительный день посвятили эпосу «Урал-Батыр». На сцене подвели итоги детского конкурса сказителей. В числе победителей те, кто смог выучить все 4500 строк легендарного произведения. Наградили и издателей лучших национальных книг, которые были представлены со всей России. Китаб Байрам вновь доказал: век цифровизации, люди все равно тянутся к чтению бумажных изданий. Главное не забывать о них и не откладывать в дальний угол книжного шкафа. Даниил Байков, Артур Шамсудинов, Вахид Халимов. Итоги недели. Тем временем Уфа также стала территорией женского счастья. В столице прошел 6-й Всероссийский форум. Проект, который помог десяткам тысяч женщин. Площадка по традиции объединила прекрасных представительниц, спикеров, экспертов из различных отраслей, а также именитых гостей. Программа насыщенная. Это лекции, круглые столы, мастер-классы. Выбрать можно было на свой вкус. Подробнее в материале Динары Тымасхановой. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели.
Какая женщина в нашей стране не мечтала бы о том, чтобы ей спел Сергей Безруков? Прекрасному полу Башкортостана повезло. Мэтр сцены сыграл на гитаре и исполнил песню для них. Проекту, который придумала Карина Хабирова, уже 8 лет. Глава республики отметил, что в первое время только наблюдал за этой особенной территорией. Вот Карина говорит, не сразу, может быть, поддержал, но мужчине же всегда хорошо, когда его супруга чем-то занята. Тогда у нее меньше времени заниматься вами. И следуя этой логике, в общем-то, я так тихонечко смотрел, и я увидел, как мощно, как быстро Академия выросла в очень серьезный, наверное, один из крупнейших общественных проектов нашей республики. 6-я всероссийская территория женского счастья в этом году говорит об искусстве. Но не только о картинах и театре. Искусство быть здоровой и быть собой – не менее виртуозная наука. Искусство в первую очередь объединяет. Мы все стремимся к единству, к объединению, к тому, чтобы у нас не было границ и чтобы нам, собственно говоря, нечего было делить и нечего было защищать друг от друга. Искусство – это тема, в которую сейчас может прийти каждый человек, независимо от того, где он работает, что он делает, в какой стране он живет. И сегодняшняя ситуация это доказала. Десятки площадок от консультаций до мастер-классов, искусство быть мамой, красиво говорить, что связывает эмоциональный интеллект и политику, женщины просто выбирали в программе тему, которая им по душе. Среди разнообразных нарядов на любой территории женского счастья можно встретить специалистов в одинаковых костюмах, в белых халатах. Медицинский десант, кардиологи, диетологи могут оказать консультацию прямо на месте, или дать направление. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы уже участвуете в территории женского счастья? В этом году участвую уже 2-й год. Лично вы по каким вопросам консультируете наших жительниц? Мы консультируем по вопросам здорового образа жизни и, конечно же, здорового питания. Даем рекомендации по сбалансированному питанию. И когда на нашей тарелке все сбалансировано, это половина тарелки овощей, 1/4 часть белка и 1/4 часть сложных углеводов. По традиции работали площадки для матерей и жен участников спецоперации. Гузалия Хисамудинова потеряла сына. Пережить горе ей помогла помощь другим. Сейчас она поддерживает бойцов и их близких, став социальным координатором. Я впервые на этом форуме, и я очень счастлива, что я нахожусь здесь, среди выдающихся женщин, которые воспитывают детей, воспитывают патриотов, ведут бизнес. Работая в фонде защитники Отечества, я нашла новый смысл жизни. Республика последовательно выстраивает систему поддержку семей участников спецоперации. И территория женского счастья тоже стала местом, где помощь можно получить без лишних бумаг и очередей. Мы благодарны нашим подопечным за то, что они поддерживают нашу команду, филиал Фонда защитники Отечества, нашу деятельность. Наша сила в нашем единстве. И территория женского счастья, который год уже дарит силу нашим женщинам. 2026 год в Башкортостане объявлен годом большой и дружной семьи, и форум полностью вписался в эту повестку. В регионе сегодня насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Это первый показатель в Приволжском федеральном округе. На площадках ТЖС могли найти по вкусу тему как мамы, так и те, кто готовится ими стать. Посетила сейчас данное мероприятие, это мастер-класс по грудному вскармливанию. Также дополнительно посещала другие мастер-классы у других, так скажем, спикеров точек, где проходят различные виды мастер-классов. Сегодня, в День территории счастья, я всем хочу пожелать одного. Рожайте детей. Не бойтесь ничего, ни возраста, ничего. Рожайте детей. К сожалению, я видел много семей, которые в силу разных причин подходили к какому-то моменту, и у них детей нет. Или мало детей. Они прекрасные пары, им бы жить и жить там и так далее. Поэтому рожайте детей. За годы существования территория женского счастья объехала 45 муниципалитетов республики, провела 49 крупных событий и собрала более 64 тысяч участниц. В 2024 году проект представили на ВДНХ в рамках международной выставки «Россия как лучшую региональную практику». В городе Уфа я впервые на этом мероприятии, а вообще у нас в городе тоже проходило такое мероприятие. Формат такой масштабный, скажем так, в Уфе, конечно, более масштабный, чем у нас.
Очень интересное мероприятие, полезное. Я была на лекции психолога Виктории Шиманской. Мне очень понравилось. Много хороших советов она дала. Второй день форума удивил необычным дуэтом. Солист группы «Эйола» Ринат Рамазанов подарил Аните Цой башкирский курай, а затем аккомпанировал на нем корейской песни в исполнении народной артистки России. И такой перформанс был на круглом столе, посвященном локальной музыке, которая может звучать современно и выходить далеко за пределы региона. Экспромт корейско-башкирского творчества и еще так трогательно принять подарок, это сердце, на уровне сердца и души, в тонком плане, я не знаю, наши предки, они, наверное, вот это чувствуют. Такая теплая, такая дружественная атмосфера. Нет границ у вас в той исключительности, в той неповторимости того, что происходит здесь. Вы знаете, в мире нет такого второго форума, в мире, на нашей планете. Это что-то, что надо копировать, надо его клонировать. Эту идею надо нести во весь мир. Как говорят эксперты, счастье не подарок судьбы. Его можно обрести. Проект доказывает с помощью мягкой силы, внимания и профессионализма. И когда женщина чувствует себя услышанной, она освещает все вокруг, от дома до республики. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Праздник единства, традиций и уважения. В Башкортостане стартовал сезон сабантуев. Первыми своих тружеников полей чествовали жители Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов. Механизаторы этих муниципалитетов успели отработать в агрономические сроки. Однако времени на отдых нет. Сельхозработники начинают битву за будущий урожай. Но все же праздник в свою честь хлеборобы не пропустили. С лучшими из них встретился наш корреспондент Азат Садриев. Весенняя посевная кампания в Башкортостане близится к завершению. Благоприятные погодные условия позволили аграриям республики существенно нарастить темпы проведения полевых работ. Специалисты Минсельхоза фиксируют рост посеву сахарной свеклы и масличных культур. Яровые, зерновые и зернобобовые уже посажены на площади в 1 000 000 гектаров, что составляет 90% от плана. Накануне в тех районах, где весенне-полевые работы завершились, прошли первые праздники плуга. Сабантуй традиционно встречает участников не только хлебом-солью, но и башкирским кумысом с чак-чаком. В многонациональной республике веками мирно живут представители разных народов, бережно храня свои обычаи и уважая традиции соседей. И праздник плуга для них тоже общий. Среди почетных гостей не только труженики полей, но и участники спецоперации. Мы собираемся все здесь с друзьями, да, там, у кого-то мама приходит, да, с кем-то мы учились, как-то это объединяет. Это вот именно то, что вот мы общаемся, видимся, потому что в наше время кто-то работает, активно занимается, но это то место, где мы можем увидеться и пообщаться. Самое главное, что мы не забываем традиции. То есть каждый год мы собираемся, действительно собираются все, как говорится, хлеборобы наши, все предприниматели. Свое мастерство гостям показали спортивные клубы района, авиамоделисты, а волонтеры из числа матерей участников СВО приготовили 500 порций плова, которым угощали всех желающих. А их было немало. Многие приехали издалека целыми семьями. Мы приехали из города Салавата. Детям показать сабантуй, традиции, конные скачки смотреть, родственников увидеть. Сабантуй — это место встречи такое получается, да? Да. Можно и так сказать. Торжественное открытие Сабантуя началось с поощрения передовиков сельскохозяйственного труда, лучших механизаторов района. За высокие достижения в работе они были награждены памятными подарками и почетными грамотами. Среди них Ильназ Газизов. Впервые за руль трактора он сел в 16 лет. Отслужив в армии, устроился механизатором официально. Попал на СВО в рамках частичной мобилизации. После тяжелого ранения и реабилитации вернулся домой, где вновь занялся любимым делом. Я в детстве мечтал на тракторе работать. Отучился. Сейчас раньше работал на МТЗ. Сейчас новый китайский трактор Зомлион. На этом работаю. Хорошие результаты были, хороший посев прошел. Все вовремя.
Ну, всходы хорошие идут, выходят. Сегодняшний праздник станет днем нашего единства и сплочения. Погода не подвела? Погода нет, не подвела. Тысячи зрителей стали свидетелями триумфа, пожалуй, самого опытного участника Сабантуя. На протяжении почти 4 десятилетий он приезжает на праздник плуга, чтобы покорить самый высокий столб. В этот раз рекордсмен выбрал подарок для внуков. Когда молодой был, я вообще быстро здесь. Мужу под 60, сейчас нету никого. Самый старший я здесь. Я начал лезть, когда мне 22 года было. Я уже раньше лезли без страховки. Столбы высокие были. Но с каждым годом уже под 60 лет. Уже самый возраст, это я здесь. Бег в мешках, бой на подушках, куреш, волейбол и другие спортивные состязания. Гости праздника могли поучаствовать в самых разных соревнованиях. Но все же кульминацией праздника стали захватывающие скачки на лошадях. Наездники из Гафурийского и соседних районов продемонстрировали мастерство верховой езды и скорость своих скакунов. Вот они, тройка самых быстрых, оба, был третий, стал первым, молодец! В срок весенне-полевые работы завершили и в Кугарчинском районе. Помогла не только погода, но и современная сельхозтехника. Если раньше, чтобы засеять поле, использовали несколько агрегатов, то теперь один, но многофункциональный. Однако даже лучшие агромашины не поедут без опытных механизаторов. Они и стали главными виновниками торжества. Передовиков отметили грамотами и подарками. Своим праздник плуга считают и те, кто готовит профессиональные кадры для сельского хозяйства. Для нас праздник плуга – это, соответственно, такой большой этап жизни в семье, праздновать с односельчанами, которые приходят сюда на этот праздник. И, соответственно, мы со всеми рады. Посевная кампания в республике выходит на завершающий этап. Основной задачей аграриев остается завершение полевых работ в оптимальные сроки и обеспечение качественного ухода за посевами. Очередные праздники плуга пройдут в 20 районах Башкортостана 6 июня. Сабантуй – это не просто праздник плуга, его еще можно назвать Днем Единения. Многие приезжают сюда из других городов и даже регионов, чтобы встретиться со своими родными и близкими, которых не видели долгое время. Не случайное мероприятие в этот раз проводится под эгидой года большой и дружной семьи. Азат Садриев, Булат Садриев, Рустем Галямов. Итоги недели. На уходящей неделе для выпускных классов по всей стране прозвучал последний звонок. В этом году стены школ Башкортостана покинули свыше 16 тысяч 11-классников и 54 тысячи 9-классников. Впереди их ждут экзамены и поступление в учебные учреждения. Традиционно праздничные мероприятия прошли по всей республике. Как провожали ребят во взрослую жизнь? В сюжете Алиель Тубаевой. У меня особых волнений нет, потому что я 11 лет тому назад уже проходила этот путь. Тогда последний звонок прозвучал для ее старшей дочери, поэтому за среднюю Альмира Аминева почти не волнуется. Спокойно и сама школьница Азалия уверенно идет к золотой медали. Впереди у нее один из самых серьезных выборов в жизни. Я сдаю химию, биологию, русский. Вот основные 3 экзамена. И в медицинский вуз думаю поступать на врача, лечебное дело. Мне кажется, это интересная профессия, которая перспективная. Главный праздник для уфимских школьников прошел на площадке за Конгресс-холлом. 4500 выпускников из Уфы в главных атрибутах – разноцветных лентах, значках и колокольчиках. Прощаясь с детством, девочки по традиции в последний раз облачились в белые фартуки. Трогательно, плакать хочется, потому что все-таки все оканчивается, 11 класс, хочется еще в школе остаться, но, конечно, время заканчивается. Во взрослую жизнь свою младшую внучку Таисию провожает заслуженный артист страны Геннадий Родионов. До сих пор помнит, как десятилетия назад он и сам с лентой на груди отмечал окончание школы. Но, признается, не с таким размахом. Вы знаете, я как бы заново родился, потому что, когда я учился, у нас таких праздников не было. Вот. И я думаю, какие счастливые дети. У меня 5 внуков, все уже закончили, все уже учатся в университетах. И вот это последняя морковка, последняя ягодка. Самое сложное, наверное, это принять, что ты все-таки вступаешь во взрослую жизнь. Вот. Ну и экзамены, конечно, да, очень сложно. Куда планируешь поступать? Я планирую остаться в Уфе, в университет науки и технологий. О
Особенно трогательное событие для родителей, ведь ребята, которые уже сегодня выбирают альма-матер, прошли свой путь от робких первоклассников до взрослых молодых людей. Такая гордость. Сегодня у меня сын первоклассницу носил, звоночек они звонили. Просто очень приятно. Вот выше меня ребенок стал. Последний звонок открылся с хоровода дружбы. Это танцы народов многонационального Башкортостана. А уже кульминацией праздника по традиции стал школьный вальс. В этом году вместо уфимских лип прозвучала новая композиция Рима Хасанова, которую он посвятил выпускникам. Гранд-вальс Уфа. Мы сегодня видим прекрасную погоду, видим глаза наших выпускников, которые волнуются. И, конечно же, они волнуются правильно, потому что вступают во взрослую жизнь. Шаг во взрослую жизнь сделали порядка 16 тысяч выпускников по всей республике. С 5 по 9 класс учился в кадетском классе. Хочу продолжить династию военных, поступить в достойный вуз и закончить его с отличием. Цветы, улыбки, слезы радости и грусти – все смешалось на торжественных линейках. В Иглинском районе выпускников у Дома культуры провожали первоклассники. В Чешмах по традиции бал состоялся в Парке Победы. А в Чекмагуше 114 человек. Кроме вальса исполнили старофранцузский танец браналь, греческий сертаки и флэш-данс. В Нефтекамске в завершение праздника выпускники выпустили в небо белоснежных голубей. Для меня школа – это не просто здание, не стены. Для меня школа – это люди, которые окружали меня 11 лет, с которыми я и плакала, и смеялась, и столько много воспоминаний с ними. Уже покинув стены школы, девушки и юноши пообещали, что не забудут своих учителей и по возможности будут их навещать. Школу будешь помнить сегодня? Конечно, я буду посещать ее каждый год, чтобы меня все учителя помнили. Теперь я смогу приходить в школу только с улыбкой, чтобы встретить моих самых любимых учителей, без выполненной домашки. А учителя, в свою очередь, пожелали каждому выпускнику найти для себя дело всей жизни. Впереди ребят ждут серьезные испытания. 1 июня стартуют первые экзамены ЕГЭ. В этом году сроки сдачи сдвинули, чтобы ребята смогли лучше подготовиться и успешно завершить школьную программу. 27 июня они получат на руки свои аттестаты. К слову, именно сегодняшние выпускники, будущие первокурсники, застанут достроенный уфимский кампус, в общежитие которого они смогут заселиться уже со следующего учебного года. В этом году увеличили количество бюджетных мест. Их смогут занять не меньше 75% выпускников региона. Подать заявление можно через сервис «Поступай в ВУЗ онлайн» на портале госуслуг, либо традиционно по почте или лично дойдя до университета. Приемная кампания этого года обещает быть особенной. Скажется демографическое эхо 2008 года. Тогда в республике был отмечен высокий уровень рождаемости, поэтому ожидается и повышенный наплыв абитуриентов. Впрочем, вузы готовы к приему. Алия Эльтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Отметили и один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Во всех мечетях республики состоялись проповеди. Центральная локация в Башкортостане по традиции стала уфимская ля-ля-тюльпан. Участие в торжествах принял глава республики, а сразу после этого Ради Хабиров вместе с Верховным муфтием России и главой Башкортостанской митрополии дали старт строительству духовно-просветительского комплекса на территории парка «Патриот». Тему продолжит Руслан Батыргареев. Подчинить свою волю Всевышнему, проявлять милосердие, делиться с ближними – в этом главный духовный смысл Курбан-Байрама. Для Альфии Фахруллиной этот день особенный. Именно вера помогла женщине в один из самых трудных моментов ее жизни. У меня в моей судьбе было, что у меня муж был панкреонекроз, и полгода, и Всевышний подарил ему жизнь и показал мне такое чудо. У меня есть Коран, который на русском языке, на русском, и я его читаю, и я благодарю Всевышнего. Обращаясь к верующим, Верховный муфтий Талгат Таджуддин призвал к единству и взаимопониманию между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Он подчеркнул важность сохранения традиционных семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения в духе нравственности. Дорогие братья и сестры, и сегодня как никогда весь бурлящий мир и каждый из нас нуждается во взаимопонимании, взаимопомощи и поддержке.
сострадания и терпимости друг к другу. Вера наша и молитвы, несомненно, должны побуждать нас к добрым делам и поступкам. Вместе с прихожанами мечети Ля-Ля Тюльпан праздничную молитву совершил и Ради Хабиров. Конечно, в этот день мы возносим наши молитвы Всевышнему о благополучии наших семей, наших родных. Помогаем родным, близким. Конечно, в эти непростые для нашей страны времена наши молитвы обращены нашим воинам, чтобы они вернулись домой живыми, невредимыми. И, конечно, мы будем всегда им помогать. Курбан-Байрам отметили и в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы из Башкортостана собрались в мечети «Звезда Рахмана». Храм возвели военнослужащие батальона имени Салавата Юлаева. Герой России комбат Тельман Уралбаев отметил, на передовой вера придает особые силы. Несмотря на службу утра в день мусульманского праздника, они начали с молитвы за родных и боевых товарищей. Праздник нашей веры, нашей религии. Это очень важно для нас. И я всех поздравляю, мусульман, с Курбаном. Всем желаю крепкого здоровья, терпения и скорейшей победы. В память о героях, погибших за Родину, в день Курбан-Байрама на территории парка «Патриот» дали старт строительству духовно-просветительского комплекса. Старт начала строительства разрешаю. Ребята, Алга, вперед, поехали! Первые кубометры бетона в основании будущей мечети и часовни подавали одновременно с двух машин. Строить объект будут параллельно, стилистически и функционально здания тоже схожи. В белом исполнении, в виде камня, объемы сами по себе представляют кубические формы. Площадь каждого из примерно 100 квадратов, высота до 7 метров. На торжественную церемонию вместе с главой республики приехал не только верховный муфтий России, но и митрополит Филарет. Строящийся объект еще больше должен укрепить межконфессиональное согласие. Когда наши деды, прадеды воевали во Второй мировой войне, то погибали равным образом все. И мусульмане, и христиане. Поэтому закладка этих двух памятных объектов, которые будут соединять нас в вечности, это будет объединяющее наше событие, это консолидирующий весь наш народ. Духовно-просветительский комплекс на территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова станет символом уважения к подвигу бойцов разных поколений. И церковь, и часовня будут и посвящены именно нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение им, это наша благодарность. Парк «Патриот» — это одна из крупнейших площадок воспитания молодежи Башкортостана. Новый духовно-просветительский комплекс станет еще одним символом единства и согласия на башкирской земле. Местом, где подрастающее поколение будут приобщать не только к патриотизму, но и к духовным ценностям. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Артур Ханов, Руслан Галямов и Родион Матвеев. Итоги недели. Наблюдательный совет рекомендовал отлить памятник Салавату Юлаеву из бронзы. В Уфе прошло очередное заседание, на котором общественники и эксперты обсуждали варианты реставрации скульптуры. Все в один голос отмечают целесообразным реализовать изначальный замысел автора Сосланбека Тавасиева. Об этом заявил и президент Российской академии художеств Василий Церетели. Были озвучены последние данные экспертизы чугуна, а также обнародованы архивные данные из истории создания монумента, проливающие свет, почему памятник изначально не отлили из бронзы. Обо всем подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Все последние недели встречи наблюдательного совета проходили в мастерской. Теперь за столом переговоров, что говорит о необходимости принимать волевое решение, как реставрировать памятник. Но у экспертов, похоже, не остается сомнений, тем более в свете результатов последнего анализа металлоскульптуры. Здесь много раз я слышала, хороший у нас чугун, может быть, у нас плохой чугун. Понимаете, дело не в том, что он плох или хорош. Дело в том, что он очень сильно неоднороден для этой массы и для подобной сборной конструкции. Что вызывает в отдельных местах разрушение, в других местах чрезмерное напряжение, которое было еще более усугублено сварочными работами. Наша лаборатория, проведя анализы, совершенно ответственно сообщает нам, что чугун не был бронзирован.
А ведь в документах материал был отмечен именно как бронзированный чугун. Впрочем, специалисты провели целое расследование, чтобы понять, почему при создании нарушили изначальный замысел автора Тавасиева. Были утверждены планы и даже выделена бронза для отливки. Но в 1961 году приняли постановление о запрете на использование бронзы в монументальной скульптуре. Вот, видимо, и переиграли. Запрещался выпуск скульптуры из бронзы, меди и сплавов на медной основе, без специального разрешения. Такой переходной, самый главный документ мы нашли, по которому из бронзы почему перевели. Только для экономии шла освоение космоса, гонка вооружений. Медь нужен был стране для обороны. Специалисты вновь напомнили, что методика создания скульптур по-новому – обычное дело в российской и мировой практике. Но сейчас есть уникальная возможность завершить первоначальный замысел автора памятника Салавату Юлаеву, то есть отлить его из бронзы. Специальный эксперт на заседании Совета, президент Российской академии художеств Василий Церетели даже рассказал, где будет проходить отливка в случае принятия положительного решения. Будет сделаны в первую очередь, это формы взяты здесь, на месте, что точные копии, можно сказать. И эти формы перевезены в Санкт-Петербург на завод «Монумент скульптуры», где отливался сам Салават Юлаев из чугуна. Там же будет отлит из бронзы, фактически на том же месте, на том же заводе, в тех же печах. В целом будет более правильно сделать авторскую копию из бронзы, ее установить, музифицировать, как должно быть уникальное творческое произведение Тавасиева. При этом фактически жители получат сразу два памятника. Чугунный оригинал также подлатают и планируют установить на одной из уфимских площадок под стеклянным куполом. Все вот эти экспертные заключения опубличить, разместить на сайте Башкультнаследия, чтобы каждый заинтересованный человек мог посмотреть, ознакомиться. Мы для себя ставим первые числа, желательно 1 июня, в первых числах июня, о том, что решение будет принято, потому что на сегодняшний день мы услышали мнение членов наблюдательного совета, представителей различных общественных объединений, представителей общественной палаты. Мы выслушали убедительные экспертные заключения авторов проекта, реставраторов, которые на основе архивных материалов доказали, что действительно надо восстановить памятник Салавату Юлаеву именно на бронзе. Тянуть больше нельзя, говорят специалисты. Любой из вариантов реставрации требует времени, а сроки уже утверждены. В октябре 27-го памятник должен вновь вернуться на укрепленный постамент уже на века. Артур Судинов, Вахид Халимов и Марат Хамитов. Итоги недели. Еще одним знаковым культурным событием в Уфе стало проведение специальной программы Большого детского фестиваля «Эхо БДФ». Ознаменовалось показом 1,5 десятков лучших спектаклей для детей со всей страны. А первые зрители увидели постановку «Маленький принц», где главную роль исполнил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Помимо этого, в 5-дневной программе были мастер-классы, встречи с художниками и писателями. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности у Эмили Басареева. И вот 6 лет тому назад я был вынужден сделать экстренную посадку в пустыне Сахара. Волшебное погружение в сказку, путешествие от планеты к планете превращается в изучение мира, любви и дружбы. История не только для маленьких зрителей, но и для взрослых, которые забыли, что были детьми. Исполнитель главной роли и рассказчик Сергей Безруков, а помогает оркестр Московского губернского театра. Действо дополнила видеоинсталляция с рисунками автора книги Антуана де Сент-Экзюпери. Так в Уфе стартовала спецпрограмма Большого детского фестиваля «Эхо БДФ». Столица республики была выбрана не случайно. Ну что могу сказать? На мне все написано. Башкортостан. Я, поскольку не так давно стал народным артистом Башкортостана, так что вы видите, как я уже совсем ваш практически. И я рад, что «Эхо» нашего Большого детского фестиваля докатилось, конечно, до вашей республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров при личной встрече поблагодарил Сергея Безрукова за инициативу проведения фестиваля в Уфе. Он подчеркнул, что артиста в регионе очень любят и уважают. В интервью нашему телеканалу художественный руководитель фестиваля пояснил, почему спектакль «Маленький принц» актуален для любого возраста. «Маленький принц», в котором
заложит те самые смыслы, которые мы по-разному воспринимаем в зависимости от того, сколько нам лет. Но во взрослом возрасте мы, может быть, более острее воспринимаем фразу «мы в ответе за тех, кого приручили». Собственно, мы в ответе за наших детей. В программу вошли 8 спектаклей театров из разных регионов страны, ставших лауреатами Большого детского фестиваля. Их отобрало детское жюри. Свои постановки представили также театры республики. Но этим программа не ограничилась. Для педагогов и юных актеров организовали мастер-классы и образовательные курсы. Ни в одной другой республике и регионе у нас не было 200 детей. То есть Башкирия нас удивила. Да? Обычно 100 детей, 4 педагога, и прекрасно мы за 4 дня работаем. Нам сказали, что очень много желающих. Мы привезли 8 педагогов. Я пытаюсь связать свою жизнь со сценой. Я хочу очень во всем участвовать. Для меня важно понять, как выражать свои эмоции, потому что я очень хочу научиться плакать как актер, за секунду это делать, но пока не получается. На мастер-классах дети учились работать в разных направлениях творчества. Иллюстратор из Санкт-Петербурга Леся Уланова рассказала, как создать своих персонажей для комиксов. Юные уфимцы узнали, как оживить героев, а также придумали уникальную историю в картинках. Я пытаюсь им показать, что не нужно каких-то супер навыков для того, чтобы придумать идею, визуализировать и рисовать ее на чистом листе бумаги. У всех получаются какие-то истории свои. Вот сегодня очень интересно, несколько детей мне нарисовали. Обычно я там рассказываю про персонажей, то есть это какой-то либо там человек, это какое-то животное, тот же колобок, например, вымышленный, сказочный. Несколько человек мне сегодня совершенно удивительно, такого не помню, рисовали Землю, галактику, космос. В программе «Эхо БДФ» были запланированы и встречи с детскими писателями. Они рассказали, из чего складываются семейные истории в работах, все ли в них выдумка или часть взята из реальной жизни. В целом же спецпрограмма Большого детского фестиваля в Уфе стала одной из самых масштабных. И не исключено, что через несколько лет эхо театрального мероприятия вернется в столицу республики. Эмиль Басареев, Анна Морозова, Вахид Халимов. Итоги недели. На этой неделе столетний юбилей отметила Милеуша Муртазина. Певица и педагог Уфимского государственного института искусств. Она буквально зажигала звезды. В числе ее учеников Радик Гареев, Диляра Идрисова, Ильдар и Аскар Абдразаковы и многие другие. В честь юбилея великого учителя и талантливого наставника в Уфе состоялись праздничный концерт и выставка, организованная Музеем музыки имени Федора Шаляпина. Все подробности биографии легендарного педагога в репортаже Анны Морозовой. Редкие книги, фотографии и открытки с личной подписью той, чье имя стало воплощением оперного искусства республики. Выставка с говорящим названием «Зажигающая звезды» в этот вечер объединила немало артистов и ценителей музыки. Но самыми ценными гостями, конечно, стали ученики Милеуши Муртазиной, выдающегося профессора и основоположника башкирской вокальной школы. Судьбоносный человек для очень многих артистов, потому что многие, кто сейчас блистают на лучших сценах мира, Ла Скала, Гранд-Опера и других, признаются, что без Милеуши Муртазиной, возможно, не смогли бы состояться на профессиональной сцене. Она была той, кто буквально зажигал звезды. Почти до 90 лет преподавала в Уфимском государственном институте искусств. Но прежде чем стать педагогом, Милеуша Галеевна преодолела нелегкий путь. Ей не было и 16, когда она пришла на эвакуированный из Москвы авиазавод. Тяжесть работы облегчала музыка. Чтобы не заснуть в ночную смену, девушка пела. Чуть позже начала гастролировать по госпиталям и своим голосом лечила души раненых солдат. Сегодня сложно представить, но Милеуша Галеевна могла стать вовсе не музыкантом, а инженером. По настоянию отца она поступила в авиационный институт, но в то же время услышала о наборе в студию при Уральской консерватории. Кажется, что искусство ее буквально преследовало. Круг ее знакомств и во время войны это были люди там толстые, какие-то очень образованные, очень высокого качества люди. Она к ним всегда тянулась. И, наверное, не случайно, что она пошла, возможно, ослушавшись, она тоже про это рассказывала, своего отца, не
не в какую-то такую мирскую, ну, скажем, специальность, а в артистка. Но оперной дивой Милюша Муртазина не стала, ее увлекла педагогическая деятельность. За долгие годы работы она воспитала целую плеяду звезд. В их числе Оскар и Эльдар Абдразаковы. Сегодня братья прославленные басы, но Милюша Галеевна помнит их еще мальчишками, которые росли на ее глазах. В день рождения великого педагога выдающиеся ученики в очередной раз говорят спасибо. Человек, который научил меня именно думать о вещах, произведениях, о романсах, именно приносить прежде всего мысль для зрителя. Хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, за вашу опору, за то, что вы днями и ночами переживали за мои выступления, за мои конкурсы, и мы вместе проходили этот путь, каждую гору, как какую-то крупную вершину, и радовались, когда все у нас получалось. Школа Муртазиной широко признана в музыкальном мире, а ее учеников неофициально, но гордо называют муртазинцами. Сегодня выпускники педагога покоряют ведущие сцены от Большого театра до Ла Скала и Метрополитен-опера. Потому что она не только учила петь, она учила, как себя вести, а каким человеком надо быть. Очень много исправляла, заставляла читать книги обязательно. Это в пустую голову красивый звук не зайдет. Она всегда искала естественное природное звучание голоса, что вот присущее, что дал нам свыше, да, Всевышний, она находила нужные приемы, нужную методику для каждого ученика и раскрывала вот этот талант. Чтобы преподавать и создать свою уникальную методику, Милюша Муртазина проводила целые исследования в области вокального искусства. Под ее авторством вышли десятки научных работ. Для нас является примером служения, верного служения культуре родной республики, искусству, музыке. Потому что любой ее выпускник, любого возьмите, любое из более чем 100 имен, это яркий бриллиант в огромном ожерелье. Над будущими бриллиантами великий педагог словно ювелир работала практически всю жизнь. В день рождения Милюши Муртазиной профессионально поставленные голоса ее учеников звучали на сцене Башкирского театра оперы и балета. Ведь именно они – главный подарок и итог многолетнего труда. Анна Морозова, Наиля Нуреева, Эмиль Басареев, Булат Закирьянов. Итоги недели. В Уфе прошел 15-й юбилейный день тысячи велосипедистов. В традиционном спортивном мероприятии приняли участие 25 тысяч любителей здорового образа жизни. В этом году впервые фестиваль проходит в двухдневном формате. В первый день состоялся детский заезд для ребят от 3 до 12 лет. Второй начался с велогонки профессиональных спортсменов и продолжился общим стартом любителей. Подробности в сюжете Гульфии Инчигуловой. Разминка под зажигательную зумбу. Площадь имени Ленина оживилась в это воскресное раннее утро. Уфимцы приготовили свои велосипеды и полны энергии покорять проспект Октября. Спорт, мы за спорт! Такие спортивные мероприятия объединяют семьи и прививают любовь к активному образу жизни с детства. Сегодня в очередной раз уфимцы собираются вместе с родными, ведь для большинства из них это стало семейной традицией. Самые креативные в костюмах любимых персонажей. Велопробег так сближает, объединяет семьи. Это такое чувство общности, целостности, когда весь город здесь, даже с других городов, я знаю, приезжают. Это обалденная атмосфера. На старт вышли от мала до велика. Одному из самых старших велосипедистов Евгению Павловичу 75 лет. Для него участвовать в таких спортивных фестивалях уже привычное дело. С удовольствием посещаю, потому что это тонус, это нормальная жизнь. Уфа вновь стала столицей велоспорта. С каждым годом желающих прокатиться по свободной дороге города все больше и больше. В этот раз участвовало около 25 тысяч человек. Мероприятие, в первую очередь, оно популяризирует велоспорт, и мы продвигаем в массы велосипед как средство передвижения. Вот, так как
с каждым годом и экология у нас становится хуже, и, в принципе, загруженность очень большая на дорогах. Вот, мы стараемся продвигать велокультуру, чтобы больше велодорожек создавалось. Центральный массовый заезд прошел по проспекту Октября, Айской и улице 8 марта. Движение колонны проходило в комфортном темпе около 12 км в час. Несмотря на легкий дождь и пасмурную погоду, 25 тысяч велосипедистов сегодня проехали 5 километров по новому маршруту. В этот раз маршрут был немного видоизменен. Участники стартовали с площади Ленина и финишировали у сквера борцам революции. Приятной традицией велопробега стал конкурс костюмов. Участники продумывали свой образ до мелочей. Образ трех поросят. Это Ниф-Ниф, это Наф-Наф, а я Нюф-Нюф, который уже с шлемом. Домики у меня есть, нормальные уже. Впервые фестиваль проходил в расширенном двухдневном формате. В субботу на площади имени Ленина состоялся фестиваль велодетства. В нем приняли участие юные спортсмены не старше 12 лет. Они соревновались в заездах на беговелах и велосипедах, а также преодолели полосу препятствий. День тысячи велосипедистов проводится в Уфе с 2011 года. И в этот раз впервые спортивный фестиваль стал всероссийским. Гульфия Инчигулова, Амирхан Каримов, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Минувшая неделя выдалась супернасыщенной на события, главными светскими из которых стали Китап-Байрам и открытая академия территории женского счастья. Я про светские, потому что 27 мая мусульмане всего мира отметили еще и Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Но на Аллаха надейся, а сам не плашай. У Китап-Байрама и открытой территории женского счастья переплетались многие высокие гости, темы и смысла. Скрещение рук, скрещение книг, судьбы скрещения. Но главный смысл всей этой движухи, наверное, заключается в самой известной фразе из знаменитого «Маленького принца», спектакль, по которому с аншлагом презентовал в Уфе народный артист всея Руси Сергей Безруков. «Мы в ответе за тех, кого приручили». В нашем случае приучили к культурным событиям самого высокого уровня и масштаба. Уже сложно представить себе между нами конец мая в Уфе без грандиозного Китап-Байрама. Событие, когда на 3 дня столица Башкирии становится книжной столицей страны. Книжный форум в Уфе и по составу и числу участников, и по уровню высоких гостей, содержанию программы и по атмосфере, по всему, по праву стал одним из самых передовых в стране. На этот раз в Уфе высадился настоящий VIP-десант от помощника Путина Владимира Мединского и всенародно любимого Сергея Безрукова, в чьем творческом багаже образы Пушкина, Есенина, Высоцкого и Ярослава Мудрого, да-да, я помню, и Саши Белого тоже, до депутатов Госдумы и телеведущей Юлии Барановской. Более 100 издательств со всей страны, плюс Белоруссия, Казахстан и Иран. 80 тысяч экземпляров проданных книг, 200 тысяч посетителей. Настоящий праздник для ума и сердца. От мастер-классов столичных и башкирских писателей до модельных библиотек и войлочных книг. На 3 дня Советская площадь Уфы становится самой читающей в России, и это невероятно круто. Действительно, что может быть лучше, чем хороший переплет? Страницы с иллюстрациями еще пахнут свежей типографской краской. Ты их раскрываешь, перелистываешь, и это целый ритуал, как некое таинство. Между нами, разве можно это волшебное ощущение сравнить с бездушным доскроллом в телефоне? Книга – это высшая форма оформления человеческой мысли. И Владимир Мединский под впечатлением от увиденного в Уфе поставил другим регионам в пример отношения нашей республики к печатному слову и мысли, а также его служителям, писателям, средствам массовой информации, работникам сферы культуры. И такая оценка дорогого стоит.
Надо понимать, кто такой Мединский. Он не просто помощник президента России, а председатель Союза писателей и Российского военно-исторического общества. Историк, патриот и дипломат. Мединский из того избранного и очень узкого круга, кто формирует сегодня смысловую повестку дня нашей страны. Культура и искусство прошли красной линией через все площадки уже 6-й по счету Открытой академии территории женского счастья. Еще одного уникального форума, который стал событием недели. Сам проект – детище благотворительного фонда «Территория счастья» под патронажем супруги главы Башкортостана Карине Хабировой идет круглый год, и за годы его работы не осталось, наверное, в республике ни одного района, где бы он не побывал. И в завершении долгого сезона, как его кульминация, в Уфе распахивает свои двери открытая Всероссийская академия с участием топ-экспертов, спикеров и известных женщин со всей страны и из-за рубежа. В этом году ключевым акцентом форума стало искусство и как оно влияет на все остальное. Программа Открытой академии супернасыщенная: лекции, круглые столы, мастер-классы и востребованные везде медицинские консультации. Изучение новых практик и генерация проектов по самым разным направлениям, от психологии и культуры до питания и ремесел. Аналогов такого социального семейного проекта в стране нет. Из Башкирии с любовью, там, где сбываются женские мечты. А мы же понимаем, что если сбываются женские мечты, тогда и в доме, и в семье, и в коллективе совсем другое настроение. Территория женского счастья как социальный проект, безусловно, детище Карине Хабировой. Она его попечитель, двигатель и душа. Карине Владимировна вообще активно занимается благотворительными и социально-культурными проектами, в чем Ради Фаритович ее полностью поддерживает. Ее личную роль и заслугу в таких абсолютно светлых и богоугодных историях, как Уфимский хоспис, Аксаковская елка, восстановление Воскресенского храма или проект усыновления сирот «Радость нашего дома» вообще сложно переоценить. Роль супруги руководителя такого огромного региона, как наш, это роль первого плана, и она очень непростая. То, что могут у нас простить мужчине, женщине будут еще долго вспоминать. Ты всегда на виду, тебя всегда оценивают, как ты выглядишь, что ты говоришь и что ты делаешь. И с этой ролью, давайте объективно, Карине Хабирова справляется прекрасно. Я бы сказал, безупречно, с достоинством и доброй улыбкой. До свидания, дорогие друзья. В студии был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.